Здравствуйте! Итоги недели в эфире телеканала «Милет». В студии Фадимия Сейтмамут. Смотрите в этом выпуске. Магистральные направления обозначены. Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию. В Крыму проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и памяти Номана Челебеджихана. Совет крымско-татарского народа при главе Крыма подвел итоги первого года работы. Новые высоты. Аэропорт Симферополь получил престижную премию. Сбылась мечта соотечественников. В Судаке зазвучало радио «Ватан Седаса». Президент России Владимир Путин на этой неделе выступил с обращением к Федеральному собранию. Лидер страны подчеркнул, правительство должно задавать тон изменений жизни граждан к лучшему. Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения. Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что там нельзя, здесь слишком сложно, там слишком планка высокая, не получится. Вот с такими настроениями лучше к снаряду не подходить. Глава государства заявил о намерении сосредоточиться на внутренних вопросах развития Российской Федерации. В этой связи необходимо уделять особое внимание национальным проектам. Ежегодное обращение главы государства парламенту является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Защита Отечества – священный долг, как Крым отметил 23 февраля в нашем материале. Стартовали мероприятия в парке имени Юрия Гагарина. Там прошла церемония возложения цветов к вечному огню на могиле неизвестного солдата. Почтить память тех, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству, пришли как представители власти, так и жители столицы. Ни одного стекла разбито не было благодаря нашим с вами профессиональным скоординированным действиям. Есть чем гордиться. То есть я уверен, что ваши родные и близкие гордятся вами за тот подвиг, который вы совершили. Поэтому спасибо вам, хочу поздравить с праздником. Вы настоящие защитники Отечества, гордимся вами, большим уважением за все, что сделано. С праздником вас, друзья! Затем состоялся митинг на площади перед Государственным советом республики. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что 5 лет назад на этом же месте собрались неравнодушные к судьбе своей родины люди. Так появилось народное ополчение в Крыму. Кто не гнал нас в смертный бой. Продолжилось мероприятие концертной программой. Также ко Дню защитника Отечества в Симферополе проходит выставка военной техники и вооружения. Эльмас Аблакимова, Аким Бекиров, телеканал «Милет». Здравствуйте. Я специально пригласил вас начать экскурсию по нашей части именно с этого места, потому что именно здесь умер адмирал Корнилов, один из героев обороны Севастополя. Святое место для российских военных. Здесь была операционная, куда после тяжелого ранения привезли начальника штаба Черноморского флота Владимира Корнилова, защитника Севастополя. Ровно 165 лет назад знаменитый Николай Пирогов несколько часов пытался спасти жизнь офицеру. Совсем скоро этой части исполнится уже 5 лет. Один из руководителей, Николай Савельев, имеет за своими плечами большой военный опыт. Говорит, по жизни всегда с улыбкой. Без этого в армии никуда. Как еще писал наш классик литературы, товарищ Твардовский, поэма о Василии Теркине. Всегда во все времена нужны были Василии Теркины, которые шуткой, делом подбадривали своих бойцов. А тем более у меня должность заместитель по военно-политической работе. Кому, как не мне, являться примером бодрости, духа и веселого поведения, но в рамках устава. Военная часть знаменита и своим оркестром. Осман Абдуллаев служит здесь уже 4 года. Он окончил кафедру вокального искусства и дирижирования в КИПУ. В 2015 году решил связать свою жизнь с вооруженными силами Российской Федерации. Здесь больше музыки. Решил здесь показать себя. Армия России помогла найти себя в своем деле, в моем профессиональном. Он несет военно-оркестровую службу. Признается, именно здесь он нашел свое призвание и вдохновение. Это те, кто штыки поднимался как один, те, кто брал первый.
Ильмар Ганиев в вооруженных силах почти 10 лет. После курсов молодого бойца перевелся на контракт в состав ударных инструментов. Концертные мероприятия исполняет на аккордеоне с духовным оркестром, а в строевых произведениях играет на большом барабане. Ильмар признается, музыка у него в крови, передалась по наследству. Он родился в семье музыкантов. Уверен, армия и музыка неотделимы. Ведь она звучит на фронте, в тылу и учениях. Она согревает душу и призывает к подвигу, поддерживает в трудные минуты. Музыка – это культура, искусство не только, будем говорить, на гражданке, но и то же самое и в вооруженных силах. Это своего рода культура, то, что патриотизм, без музыки войну бы не выиграли, будем так говорить. Через бодрое, здравое настроение и музыку можно пройти через множество преград. Армия не только воспитывает и закаляет дух, а еще учит дружбе и умению помочь в любую минуту. Основная задача таких частей – всегда быть наготове во имя Родины и народа. Асан Абиблаев, Виталий Голубев, телеканал Миллет. 23 февраля оборвалась жизнь прославленного сына крымско-татарского народа, первого муфтия мусульман Крыма Нумана Челебиджихана. О значении его личности в нашем специальном репортаже. Нуман Челебиджихан служил интересам крымских татар. Он писал: «Наш народ ценит справедливость. Он не из тех, кто печется только о себе, трудится только для собственного блага. Он ценит свободу и демократию. Он в той же степени поддерживает права иных». В марте 1917 года Нуман Челебиджихан был избран муфтием Крыма. 1 ноября 1917 года в торжественной обстановке в Бахчисарайском дворце собрался первый Курултай, где Нуман Челебиджихан объявил о создании Народной Республики Крым. Была принята Конституция, а Челебиджихан был избран председателем Народного правительства. Нуман Челебиджихан является великим сыном крымско-татарского народа. Он является первым избранным муфтием Крыма, не только Крыма, Украины, Белоруссии, Польши в том числе. Также он был очень ярким политиком, но самая главная его черта – это то, что он самоотверженно любил свой народ, любил жителей Крыма, любил Крым в целом. При Нумане Челебиджихане были созданы духовное и земельное управление. Реформировались национальные учреждения просвещения. Активизировалась работа провинциальных органов управления. Открывались национальные издания. Стала издаваться газета «Миллет» «Народ» на крымско-татарском языке и «Голос татар» на русском. Нуман Челебиджихан – это одна из самых выдающихся и известных личностей начала XX века, как мы знаем, и конечно же, его идеи передовые, его очень богатое, уникальное литературное наследие останется на века в истории литературы и вообще в истории нашего народа, потому что те идеи, которые он старался воплотить в жизнь Крыма, и те шаги, которые были предприняты ими, они были действительно искренне способствовали тому, чтобы Крым превратился в такой процветающий край, чтобы здесь, например, вот по решению Курултая женщины были уравнены в правах с мужчинами. Затем были приняты решения, которыми, основополагающими решениями был открыт на базе Ханского дворца музей тюрко-татарской культуры. Затем здесь была организована в Бахчисарае художественно-промышленная школа, которая должна была воспитывать новых мастеров и для того, чтобы могло наше искусство развиваться. И, естественно, это дало бы толчок, по их мнению, к развитию. 23 февраля 1918 года Нуман Челебиджихан стал жертвой революционного террора в Крыму. Он был арестован 26 января 1918 года и содержался в Севастопольской тюрьме, находившейся под полным контролем матросов-анархистов. Той ночью Севастополь погрузился в пучину самосудов и жестоких погромов. Нуман Челебиджихан и другие заключенные были казнены. Сегодня мы все глубоко скорбим. Сегодня для каждого из нас актуальны слова Нумана Челебиджихана. В Крыму проживают разные народы, и они представляют собой прекрасный букет из разных цветов, которые не ущемляют друг друга, а только дополняют. Для каждого народа нужны равные права и условия, ведь нам идти рука об руку. Нуман Челебиджихан был настоящим патриотом своего народа. Бесконечную любовь к родине и своему народу Нуман Челебиджихан отразил в стихе «Ант Эткенмен», ставшем гимном крымских татар. Сабрия Алимова, Эрвин Эмиралиев, телеканал Миллет.
Сегодня в Севастополе у площади памяти восставших состоялось мероприятие, приуроченное памяти Номана Челебиджихана. Подробности завтра расскажут наши корреспонденты. Прорыв информационной блокады, улучшение диалога с властью, интеграция традиций и языка в культурную жизнь России. Совет крымско-татарского народа при главе Крыма подвел итоги первого года работы. Все подробности в нашем сюжете. Народный танец крымских татар Хайтарма в центре турецкой столицы. Прорыв информационной блокады. В декабре прошлого года общественники из Крыма приняли участие в фестивале «Дни крымско-татарской культуры» в Турции, где проживает одна из крупнейших диаспор нашего народа. Видео и фото о жизни того, как сегодня живет полуостров, показали на встрече. Мы опровергли всю ложь, рассказали правду, вместе рассмотрели ряд проблем. На 5-летие Крымской весны приедет много людей. Насколько мне известно, планируется подписать ряд соглашений. Они для Крыма будут как глоток свежего воздуха. Совет крымско-татарского народа при главе республики был избран год назад на внеочередном Курултае мусульман Крыма. В него вошли 16 человек. Это люди, которым доверяет народ. Представители духовенства, крымско-татарской интеллигенции, деятели культуры и искусства, общественники и предприниматели. Возглавил совет муфти мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаев. Совет был создан для решения насущных проблем и потребностей нашего народа. Связь жителей полуострова с крымскими властями, оказание помощи в реализации указа президента России о мерах реабилитации, его адаптация под реалии жизни в Крыму. Цели определены, задачи поставлены. За год проделана огромная работа. То, что не удавалось достичь за четверть века, легло на плечи экспертного сообщества. Диалог с властями налажен, впереди плодотворная работа. Все проблемы, которые обнаружены Советом, наши итоги по работе с народом доводятся до сведения главы республики. Потом уже принимается по ним решение. Все члены Совета стали внештатными советниками руководителя республики. Для эффективной работы создано 8 групп. Они курируют различные области жизни крымско-татарского народа. К примеру, генеральный подрядчик строительства соборной мечети Энвер Эмираджиев руководит сферой бизнеса. Говорит, в Крыму есть все условия для предпринимательства. Поступают инвестиции из-за границы. У крымских татар появилось еще больше возможностей реализовать свои потребности. Любой крымский татарин, который есть и занимается предпринимательством, понимает, что сегодня условия для бизнеса 100-крат лучше, чем было это при Украине. Сегодня все крымские татары-предприниматели хорошо зарабатывают, нарабатывают, поэтому тут никто не скажет, что кого-то ущемили или не дали возможности из-за того, что он крымский татарин, ему развивать какой-то бизнес. Еженедельно представители Совета выезжают в регионы. Здесь они встречаются с лидерами общественного мнения. Основные цели – сохранение традиций, языка и культуры, увековечивание памяти выдающихся деятелей крымско-татарского народа, в том числе активистов национального движения крымских татар и защитников Отечества. Народ нам стал верить. Это первый шаг, очень важный. К нам поступает много писем. И это не только просьба о помощи, но и предложения от народа, их мнение. Это отличный показатель. Все проблемы мы должны решать вместе. Я считаю, как бы не было сложно, но за год мы этого достигли. В планах Совета ускорить интеграцию крымских татар в российское пространство, чтобы о языке, традициях и культуре знали во всей стране. Айша Шулакова, Эрвин Эмиралиев, Алишер Алимов, телеканал Миллет. В родном языке зашифрован культурный код каждого народа. Он играет колоссальную роль в формировании духовности и моральных принципов человека. Насколько трепетно в Крыму относятся к родной речи, расскажет Сабрие Алимова. Это сканер-копия словаря «Кодекс Куманикус». Единственный рукописный вариант хранится в библиотеке Святого Марка в Италии. Профессор Исмаил Керимов на протяжении многих лет занимается изучением крымско-татарского языка. Рассказывает, знаменитый крымско-татарский словарь «Кодекс Куманикус» был написан в далеком 1292 году в Феодосии итальянцами, которые занимались торговлей. Второй рукописный двухтомный крымско-татарский словарь появился в 1312 году. Его автором является ученый Асиридин Эбухаян. Но время не стоит на месте. И уже в 17 веке был опубликован словарь, который вмещал в себя 530 самых часто встречаемых и используемых крымско-татарских слов.
Словарь Винсента на 2 языках – голландском и крымско-татарском. Написан в 1916 году. В общем, я исследовал и написал монографии по 16 словарям. Стоит отметить, что крымско-татарский язык начали изучать в Симферопольской гимназии в 1810 году. В годы депортации крымские татары были лишены неотъемлемого права получать образование на родном языке. Однако после возвращения крымских татар на родину, в Крым, начинается новый виток в развитии языка и культуры крымско-татарского народа. В поселке Октябрьское Красногвардейского района 4 школы. Среди них можно выделить школу номер 3. Это первая крымско-татарская школа, которая была открыта в 1993 году и носит название великого просветителя Исмаила Гаспринского. Идея основания учебного заведения принадлежит 2 сестрам – Семедляевой Алиме Изетовне и Сидалиевой Эдие Изетовне. На сегодняшний день в 2 смены здесь обучается порядка 320 человек. С 1 по 9 класс обучение ведется на крымско-татарском языке. 10-11 классы – обучение на русском языке. Но в расписании крымско-татарский язык стоит как основной предмет. Алиме Адылова работает здесь учителем музыки со дня основания школы. Вспоминает тот далекий 93-й год. Здание школы ремонтировали совместно с родителями. Нам помогали с других школ. Дали парты, учебники. Помогли нам, и открылась так школа, и мы сели, если я не ошибаюсь, это где-то в конце сентября только дети сели за партой. И было у нас где-то 500 детей. Ну, Джавар пусть будет где-то 35 было учителей. Велись у нас на учебников еще таких не было на крымско-татарском, но в начальных классах уже что-то было. Там появились предметы в основном на крымско-татарском. С 2014 года начинается совершенно новая страница развития образования на родном крымско-татарском языке. Яркий тому пример – знаменитая школа 4 президентов в микрорайоне Фонтаны, которая открыла свои двери 1 сентября 2017 года. Впервые в Крыму школа зарегистрировала официально региональную инновационную площадку обучения на билингвальной основе. Обучение на билингвальной основе, оно предполагает уже изначально двуязычно. У нас научный есть руководитель проекта, доктор педагогических наук Ремзир Ефикович Девлетов. Он работает с учителями, которые в перспективе будут работать в классах с крымско-татарским и одновременно все-таки получается и русским языком обучения, но в перспективе добавится английский. Эта большая школьная семья вмещает в себя более 1000 детей. 36 классов, из начальной школы 6 классов с крымско-татарским языком обучения. Карина Касатова – ученица 7 класса. В этой школе совсем недавно приехала из Саратова. Девочка с большим рвением изучает крымско-татарский язык. В неделю я посвящаю крымско-татарскому языку 3-4 часа. Я думаю, что красота крымско-татарского языка заключается в произведениях, которые были написаны писателями, которые в давние времена, которые пишут сейчас. Меня зовут Эмилия, я учусь в 5 классе. Дома и в школе я разговариваю только на родном языке. В профильном министерстве сообщили, в текущем учебном году в Крыму работает 16 школ с крымско-татарским языком обучения. Однако свои корни язык берет не в школе, а именно в родном доме, семье. В одном из хадисов говорится, самый большой подарок, который родители могут сделать своим детям, кроме воспитания, несомненно, знание родного языка. Ведь язык – это душа народа, а знание языка – это сохранение своей национальной идентичности. Сабрия Алимова, Рамазан Аливапов, Асан Зивадинов, телеканал Миллет. В Крым пришла весна, фермеры начали посевную, а Минсельхоз подводит итоги 2018 года. Фермеры полуострова произвели более 300 миллионов яиц и на полках магазинов более 80% мяса птицы, выращенного нашими сельхозпроизводителями. Репортаж с полей Султанье Ситакаевой. Главные герои птицефабрики – куры-несушки. Их здесь более 300 тысяч. Живут в птичниках. Это своего рода многоэтажные квартиры. Внутри цеха поддерживается определенная температура и влажность. Ведь от микроклимата зависит здоровье птицы. Строго соблюдена режим климат-контроля. То есть от 18 до 20 градусов обязательно. Яйцепоток – важнейший элемент производства. С птичника продукция попадает в конвейер. После сортировка. Здесь осмотр и отбраковка. Продукцию взвешивают и измеряют. Технология производства здесь полностью автоматизирована.
автоматизировано и самое новое. Ежесуточно здесь сортируют около 120 тысяч яиц. После продукция попадает сразу на прилавки. В прошлом году на модернизацию предприятия получило господдержку. Это позволило оснастить птицефабрику современной техникой и обеспечить работой более сотни сельских жителей. Также предприятие инкубирует своих цыплят и имеет родительское поголовье. Спасибо правительству. Наше предприятие получило 5 миллионов 700 тысяч почти дотаций, но это тоже существенная поддержка наша. Произведено яиц в прошлом году 87 миллионов. За прошлый год. От корма зависит качество продукции. Этот вопрос здесь на особом контроле. В основе птичьего питания пшеница. Она местная, но вот другие кормовые вынуждены закупать из материка. Сою, кукурузу, широты, жмыхи, все премиксы, даже тара, вся с материковой части России. Рабочий процесс и на полях. Уже сейчас аграрии производят подкормку пшеницы и ячменя. А это около 800 гектар. В результате агрономы обещают хороший урожай. Вот здесь, видите, вот 1, 2, 3, 4, 5. Оно может до 7 дойти. Это каждый даст ответвление, даст колос. Продолжается и качественный посев. Сейчас для этого самые благоприятные погодные условия. Достаточно влаги и тепла. В целом, то посеяно более 10 тысяч гектар. Сегодня приступили также к бобовым, гороху. Я думаю, что есть все основания, что при той влаге, которая сегодня есть в почве, посев должен быть в короткие сроки. Главное, чтобы хозяйства имели все возможности своевременно выйти и отсеяться. Хозяйства минеральными удобрениями обеспечены, созданы все условия для посева. Аграрии уверены, есть все предпосылки получить хороший урожай. Султанис Такаева, Владислав Кравцов, телеканал Миллет. Количество дорожных камер в Крыму увеличивается. Тенденция появления новых ловушек наблюдается как и в городах, так и за их пределами. Плюс ко всему они фиксируют уже не только превышение скоростного режима, но и другие нарушения. Подробности далее. Где именно в Симферополе установлены камеры фиксации нарушений правил дорожного движения? Как они работают и как от них защититься? Этими вопросами задается, наверное, каждый столичный водитель. В нашем сюжете мы попытаемся дать ответы на все вопросы. Растут как грибы, немногословный ответ водителей. Камер на дорогах и вправду становится больше. Пока их 44, но в конце первого квартала этого года добавят еще 66. Большинство ловушек фиксируют превышение скорости. Однако не все камеры фиксируют нарушения скоростного режима. Есть и те, которые определяют неправильную остановку перед красным сигналом светофора. Говоря простым языком, пересек стоп-линию, получи штраф. Именно такая находится на пересечении улиц Русская и Балаклавская. В целом в Симферополе камер немного. На улицах Русской, Киевской, Толстого и на выездах из города в сторону Бахчисарая, Евпатории и Николаевки. А тех, что за пределами, знают все водители. Я считаю, в основном нужны по трассам, потому что по городу камеры они особой роли-то и не играют, если брать такие прямые, как Киевская вот у нас, например. Вот, а на перекрестках, да, то есть там камеры, которые, если брать не на скорость, а на сплошные линии, это да. Мнение автомобилистов разделилось. Кто-то говорит, что камеры нужны, другие против их установки, третьи вовсе предлагают свои методы борьбы. Смотреть надо внимательно и ездить нормально. Если не нарушай, проедь там, если надо где-то развернуться, то развернись, проедь лишний там 200-300 метров, ну полкилометра, что это меняет? Как справляться, как не попадаться? Я бы не знаю. Кроме стационарных камер, нельзя забывать о передвижных комплексах. Всего их 15. Задействованы они постоянно. По словам сотрудников ГИБДД, их никто не прячет и не скрывает. Информация о том, где именно их устанавливают, в открытом интернет-доступе. Превышение установленной скорости, выезд на полувстречное движение. Это основные два у нас такие бича, от которых у нас тяжесть последствий ДТП очень высока. Также будет у нас монтироваться перекрестки. Сейчас у нас один пока перекресток, это в городе Симферополе, Русская, Балаклавская. Дополнительно будет устанавливаться тоже на аварийно опасных перекрестках. С учетом дорожно-транспортной обстановки также сейчас рассматривается вопрос о выставлении передвижных комплексов на новые участки дороги Тавриды. Как сообщают в ГИБДД, до начала марта на Тавриде установят 7 комплексов. До апреля ловушки на полосу появятся на 5 аварийно опасных перекрестках в Симферополе. В тот же период в целом 66 установок по всему Крыму. Энвер Аблизи, Аким Бекиров, телеканал Миллет.
Строительство многопрофильного центра в Симферополе подходит к концу. Работы ведутся с опережением графика. На стройке побывала и наш корреспондент Севиля Меметова. Строительные работы продолжаются. Многое уже сделано, но все же основная часть впереди. В будущем поликлиника в сутки сможет принять 250 человек. Комплекс состоит из нескольких объектов. Основное здание – это лечебно-диагностический центр. К нему примыкает патологоанатомическое отделение. В корпусах ведутся отделочные работы. Стройка не останавливается ни на минуту. У центрального входа укладывают плитку. В некоторых палатах уже установлены кондиционеры, оборудованы санузлы. Больница спроектирована с учетом потребностей маломобильных граждан. В палатах и коридорах для них созданы все необходимые условия. Каркас здания закончен на 100%. Фасадные работы выполнены, кровельные работы выполнены. Ведется благоустройство объекта, на 20% уже выполнено. Объект по план-графику должен быть завершен в декабре месяце этого года. Планируем закончить работы с опережением графика в третьем квартале этого года. С крыши здания открывается вид на прилегающую территорию, площадь которой составляет около 9 гектар. Практически вся площадка сейчас перекопана. Здесь ведутся работы по благоустройству. На территории строительного объекта планируется провести работы по благоустройству. Это именно само устройство малых архитектурных форм, устройство автостоянки, также устройство зеленых насаждений, ну и в целом устройство бордюров, поребриков, скамеек. Ну, это все малые архитектурные формы. Ну, дорожки для прохода к самому зданию, ну и сама автодорога вокруг всего строительного комплекса. В стационарном отделении планируют разместить более 700 коек. После ввода в эксплуатацию центр станет одним из самых оснащенных и инновационных медицинских учреждений на полуострове. Севиля Меметова, Асан Зевадинов, телеканал Милет. Новый аэропорт Симферополь получил престижную премию BEMA Best Experience Marketing Awards. Церемония открытия терминала «Шаг в будущее» заняла 2-е место и получила высокую оценку профессионального сообщества. Подробности в сюжете Султание Ситакаевой. Аэропорт Симферополь входит в десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. Роботы, фантастические герои, аттракционы виртуальной реальности. И все это церемония открытия нового терминала Симферополь. Еще тогда, 16 апреля прошлого года, пассажиры и гости полуострова, да и сами крымчане, представить не могли, что оказались на лучшем шоу открытия нового аэропорта. Именно проект под названием «Шаг в будущее» получил уникальную премию международного событийного фестиваля маркетинга и коммуникации BEMA. Эта награда самая престижная на территории СНГ. На одной площадке соревнуются лучшие событийные проекты. Мы не смогли обойти только международную сеть IKEA, которая заняла 1-е место со своим проектом открытия в Екатеринбурге. Мы заняли 2-е место. Это также такой хороший показатель того, что в Крыму умеют делать большие, яркие, красивые события, которые запоминаются нашим туристам, гостям полуострова. И вот подоспела еще одна награда в 2 номинациях. На выставке гражданской авиации новый терминал получил звание лучшего аэропорта 2018. А по итогам зрительского голосования занял 1-е место в номинации «Лучшее дизайнерское решение». 2-ю премию, которую мы получили на выставке инфраструктуры гражданской авиации, это премия «Лучший аэропорт» в категории до 7 миллионов пассажиров в год перевозок. Мы заняли 2-е место, обойдя здесь аэропорт Сочи. В прошлом году аэропорт Симферополь обслужил более 5 миллионов человек. В этом пассажиропоток планирует увеличиться до 6 миллионов. Султание Ситакаева, Рамазан Аливапов, телеканал Милет. Долгожданная мечта сбылась. Теперь и на юго-восточном Крыму в Судаке звучит крымско-татарское радио. Уже практически каждый житель курортного города, включив волну 90,7, сможет насладиться национальным колоритом. Как радио Ватан Седасы привлекает слушателей и какие подарки дарит активной аудитории, расскажет Мухаммед Зикиряев. Чувствуется, что в Крыму живем. Распаковали, настроили и нашли нужную волну. Для Эльвиры Мамутовой приезд сотрудников радио Ватан Седасы стал неожиданным сюрпризом. Слушать музыку на родном языке она мечтала всегда. Дружная, жизнерадостная семья, патриоты своего народа. Дома звучит родная крымско-татарская речь.
Пускай по всему Крыму вас слушают, и пускай знают, что мы в Крыму. Теперь, после того, как вы подарили нам радио, мы будем вас всегда слушать. Большое вам спасибо. Радио Ватан Сидасы вещает без выходных 24 часа в сутки. Познавательные и развлекательные программы можно услышать практически в любом городе. Еще немного работы, и уже охват по всему полуострову составит 100%. Зарема Усманова уже 15 лет живет в одном доме с Эльвирой Ханум. Поздравить свою соседку пришла сразу же после того, как услышала национальную мелодию. Очень приятно, что у нас есть свое радио. Естественно, это связь народа, как говорится, душу греют крымско-татарские песни. Если вы на работе, у вас нет времени на просмотр новостей или программ по телевизору, то радио с легкостью вас проинформирует о главных событиях. Только включите его, и вы сразу же окажетесь в центре информационного поля. Радио Ватан Сидасы растет и развивается для вас. На самом деле, радио Ватан Сидасы стало, так сказать, новогодним подарком для жителей города Судак. Граждане очень позитивно отзываются о данном радио. В городском округе Судак проживает порядка 20% крымских татар, то есть данное радио является востребованным. Развиваться, привлекать аудиторию, сделать так, чтобы в каждой семье был Ватан Сидасы. Это главная задача сотрудников радио. Мухаммед Зикиряев и Магомед Нестуров. Телеканал Миллет. На этом пока все. Спасибо, что были с нами. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Всего доброго. До встречи.